Друзья, всем ассаламу алейкум. Сегодня у нас 4 мая. У нас заканчиваются сборы. Мы уже как бы с нашими младшими братьями, так скажем, сидим, обсуждаем, как сборы наши прошли, как тренировочный лагерь прошел весь полный кемп, да, так скажем. Вот. Давайте познакомимся с нашими младшими братьями, со скромными, которые с малых лет стали чемпионами мира, призерами мира, многократные чемпионы Кыргызстана. Вот. Перед нами самый старший у нас из них Идрисов Исмаил. Вы уже знаете его. Потом у нас Абдыкаров Аланур. Всем ассаламу алейкум. Прозвище у него Пушка. Следующий у нас, друзья, Гарбузов Нурсултан. Нурсултан. Прозвище у него Барбуза. Следующий у нас самый наш любимчик Ратугулов Рахим. Прозвище Раха. Так, поехали, друзья, дальше. Как вам вообще вот кемп тренировок в Таиланде? Обстановка здесь, здесь, так скажем, Пхукет, королевство Таиланд, правильно? Как вам вообще, вы были в многих турнирах, допустим, даже смотреть ходили, Бангла, потом Fight Night, Равай боксинг, Симби. Как вам вот это все, как вы представляли? И вот, Пушка, вот ты, допустим, первый раз был в Камбодже на чемпионате мира, правильно? Ты там стал Призером. серебряным. Да. И как тебе в Камбодже было? Сколько ты дней там находился? Я в Камбодже находился 10 дней, и там очень классно, люди добрые, и я там стал серебряным призером. А в финале ты с кем дрался там? В финале был из Афганистана. Вот. И как у тебя, на каком ты раунде, как закончился у вас бой? До конца? Да, решающего закончил. Решение, получается, решающего, да? Ну, это, конечно, хорошо, что ты стал серебряным призером, но можно было постараться, да, забрать золото? Мог бы. Чуть-чуть не хватило, да? Ну Всё по ничего. воле Аллаха. Так, И в Камбодже я был со своим другом Карбузов Нурсултан. Нурсултан, Алейкум еще раз. расскажи нам о своем поездке в Камбодже. В Камбодже это была моя вторая серьезная поездка. Первый раз я летал в Абу-Даби на чемпионат мира ИМАФ, где я потерпел поражение, к сожалению. Но был очень тяжелый и напряженный бой. В Камбодже я занял первое место. В финале мой противник выходил под флагом Индонезии. Молодец. Держи, красавчик. Вот. И ты после этого, так скажем, пауза, да, небольшая была, так скажем, застой после чемпионата мира? Или у тебя не был застой? Можно так сказать. Был застой, да, небольшой такой. И как ты сюда приехал? Через сколько дней ты вышел на профессиональный бой? Получается, как я приехал, на 6-й день я уже взялся на Равай бокс. Соперник был откуда и как тебе вообще бой был? Соперник был очень нестандартный. Он представлял Таиланд. Ему было 21 год, ему был очень тяжелый соперник был. Весил на килограмм 6-7 больше меня. Хороший тяжелый бой был, но я выиграл нокаутом во втором раунде. Молодец. Напомним, сколько тебе лет? Мне 15 лет. 15 лет, друзья. Видите, такие вот молодые воины, машалла. Он в первом бою нокаутом выиграл. А второй бой в каком ты виде дрался? На Бангу. Бангла, да? На следующий день после Равайф я сразу вышел на Бангу. Была небольшая травма руки, но Это было после первого боя. после да? первого боя. По воле Всевышнего одержал вторую победу и залечил травму.
Это было решениями или как у тебя было? Соперник. Поначалу говорили, то, что соперник был из Франции, но по приезду мы узнали то, что соперник слетел, и на замену вышел представитель Таиланда, которому тоже было около 20 лет. Был хороший тяжелый бой, который закончился решением в мою пользу. Молодец, красавчик. Так, давай, Исмаил, Пушка, расскажи нам, как ты... У тебя после Камбоджи был застой, правильно так же? Или ты дрался еще где-то Я после Камбоджи? Серьезных таких? серьезных на республике просто китайском Ага. боксе. Ты на республику вышел? Одержал золотую медаль. Молодец. Сколькократный ты чемпион, получается? Казахстан. Трехкратный чемпион Казахстана. По тайскому. Машаллах. После чемпионата Казахстана у тебя, получается, профессиональный бой был здесь. Да, здесь был. В какой лиге? Бокс. И как вообще у тебя бой был? Вообще, как ты представлял изначально? Изначально я представлял, что сюда приеду и буду драться каждый день. Но тут, к сожалению, бои так не давали. И... Ну ты хотел драться Да, каждый каждый день? день я хотел драться. Но не получилось. Я 2 раза только успел подраться. Первый раз подрался, первый раунд выиграл. И соперник был откуда? И сложный он был? Ну, тяжелый был бой или как? Сложно было тебе победить его? Соперник был из Таиланда. Сколько ему лет примерно? Ну, примерно 16, ну, наверное, есть. Если что. Бой был очень легкий, можно сказать. Выиграл его в первом раунде за 20 секунд где-то. Машаллах. За 20 секунд, Исмаил. Это уровень. Получается, быстрее меня было или я быстрее его? Я не помню, да. Вас быстрее. Не успел чуть-чуть. Красавчик. И после первого боя сколько дней застой был? Потом я должен был драться с китайцем. Это ты, получается, Потом бокс. потом Fight Night тебе предложили после Равая, правильно? Да. Вот после Равая сколько дней ты до Патонга отдыхал, получается? Ну, застой был. 17 дней. 17 дней. Получается, наши братья тайцы заморозили тебя. Да. Ты хотел драться, но... Да, каждый день хотел драться, но не получилось. Я готовился туда. Они сказали, типа, нет, ты должен готовиться на вот этот важный бой. Да. Они так сказали, вот. А я пришел взвешивание, а китаец, короче, Слился. да, слился, не хотел подраться со мной. И пришел таец вместо китайца замены. Вот, к сожалению, вот. Короче, они свою игру сделали. Да, они свои игры сделали. Говори как есть, открыто нашим друзьям-спортсменам, здесь много кто следит за нами. Говори как есть конкретно. Вот, все по воле Аллаха проиграл. До решения своей победу отдали тайцу. Вот, не смог выиграть. Ну, потом Fight Night, это Исмаил. Расскажи немного. Это, можно сказать, одна из самых серьезных лиг здесь, на Пхукете. Не считая One Championship. Это очень серьезная лига. Там простых соперников не бывает. Вот так, даже и в Равае, и в Англии, даже и на Симбе не бывает простых соперников. Бывает, туда даже залетают крутые бойцы. Вот. Раха. Вот как, во сколько лет ты пришел в спорт? В спорте я с 14 или 13 лет. Сейчас тебе сколько лет? Сейчас мне 16. 16. 2-3 года занимаюсь. Какие достижения у тебя есть? Я выигрывал многократный чемпион республики. Персонально по моему. Иногда в ММА выходили. Ну, в многих местах выходили для обкатки. Кикбоксинг. Машаллах. Так, Раха, как ты сюда приехал? Как тебе вообще Пхукет? Я первый раз выезжаю за границу. Все понравилось. Сюда приехал, можно сказать, не готовым. Акклиматизация прошла нормально. 4-3 дня акклиматизировался, потом через дней 17 вышел на бой. Молодец. Раха, расскажи нам, пожалуйста, соперник твой откуда был и насколько тебе сложно было его победить? Мой соперник представлял Россию, соответственно, выступал за Россию.
Бой был нормальный. В первом раунде его досрочно. Нокаут. Вообще, план какой у тебя был на бой? План- Ты первый раз выходишь, надеваешь тейп, да, тебе руки бинтуют, одеваешь перчатки, никак фута нету, шлема нету. Ты привык драться в экипировке, так скажем, да? У тебя раз тут ничего нету. И даже я волновался, когда тебя выводил на секундировал тебя, я очень сильно волновался. Даже Исмаил, расскажи, как ты волновался сильно. За всех, если честно, волнуемся. Потому что, Все-таки свои. ну, не то что свои, ну, Уровень просто уже совсем другой здесь. дети дерутся, здесь даже 6-летние, 7-летние Профессионалы. дети, да, тайцы дерутся, так скажем, вообще без экипировки, без ничего. Даже бывает бандаж не одевают. Скажи. Бьются кость в кость. Как вы говорите, раньше я дрался в экипировках. На любительском уровне там только шлемах, экипировки и футах. А тут ничего не было, было как-то непривычно. И на любительском уровне ты не знаешь, когда выйдешь. А на профессиональном ты знаешь, какая ты. Рахим, вот скажи, пожалуйста, ты как ты видел ринг? Вот тогда заходишь, вот мы обычно, Исмаил или я, или Аманат, мы когда заходим, даже Барбоза, мы должны ринг полностью видеть, чувствовать и как бы видеть полностью соперника. Не просто, да, его там, так скажем, с пояса выше, а надо видеть его полностью. Какое у тебя там, так скажем, мировоззрение было? Как я и говорил, мне было непривычно без фута. Первые секунды боя я не чувствовал ринг. После как джебами натыкал на прямых, ну уже нормально, все видел. Ты уже начал чувствовать его, видеть, да, дистанцию уже соблюдать. Я уже правильно? видел, куда он уходит, куда уклоны делает. А ты знаешь, что твой соперник до тебя дрался с Магомедовым Рашидом, с нашей командой? Да, бой И- был, хороший бой был, Да. наш досрочен. И после Рашида он чуть-чуть набрал, хорошо набрал, и вышел с мужиком. На Синьби. Со скольки лет ему мужику? сколько лет? 30, наверное. 30, выше даже был, старше намного меня был. И он с мужиком достойно подрался. И я, честно, переживал, думал, то, что ну, ты с ним маленько не будешь справляться. Но ты очень хорошо справился. Нокаутировал его прям наглухо. Молодец. Я бы сказал, то, что это не мой уровень. Он не мой уровень. Он намного Молодец. слабее. Не-не-не, да. Ты это доказал, красавчик. Пацаны, давайте дальше. Какие планы дальше? Ты вот сколько рекорд сделал себе в профкарьере? Рекорд я сделал 3-0 за 1 месяц. Машалlah. Пушка 1-1. У меня рекорд 1-0, но мало понравился в месяц. Машалlah. Не, ну все равно, видите, да, вот 15 лет двигаться здесь и драться — это большой уровень. Я просто очень рад, что наши младшие братья вот так вот образуют. Я думаю, иншаллах, через лет 18-19 лет вы должны выстрелить минимум One Championship. Я так думаю, да, это мое мнение лично. Вот. Дальнейшие планы, как вы спрашивали, приехать в Казахстан, потренироваться и через 2-3 года планируем приехать в Бангкок, сразу драться в серьезных лигах. Это тоже очень хорошо. То есть ты увидел, да, как тайцы дерутся, да, Да, в да. Бангкоке? Прошу У тебя есть прям факел, да, внутри горит всё. Друзья, поприветствуйте. У нас Аманжелов Вернар на кадре. Вернар, как тебе наши младшие братишки? Какой они тебе результат? Ну, вообще, какой они результат показали? Твое мнение. Мое мнение, то, что мотыльчики хорошо выглядят на 100%, мое мнение. Каждый показал свой дух, характер и все в целом, да. Как тебе пушка вообще? Как он, нормально дрался? Он красавчик, да. То есть здесь все красавчики, все. Раха удивил, да, тоже? Раха, вообще зверь. Машаллах. Он, если честно, Барбоза сделал историю.
он подрался в Равае с мужиком, уронил его. На следующий день в Англии дерется с моим ровесником, так скажем, да, лет 24, ну, Да. 20, преувеличить не будем, но 24, так скажем, да. Мужик в татуировках, дерзкий, таец, чистый. Он накачанный, он с ним выходит и решением забирает его. Больной рукой делает историю. Честно сказать, очень ментальная составляющая хромала. Не мог настроиться на бой нормально, но в итоге вышел, тренер меня настроил, показал хороший бой. Машаллах, красавчик. Пацаны, вот у нас вот сегодня 4 мая, мы вот уже считанные у нас, так скажем, часы остались. 3 часа у нас, да, осталось. Да, Мы уезжаем на вокзал, с вокзала мы уезжаем в столицу, как правильно? Бангкок. Бангкок. Мы уезжаем в Бангкок, и оттуда мы улетаем в солнечный наш Казахстан, иншаллах, да? Вот, и что хочу сказать, что мы набрали на тренировках? Вот чисто есть же от старшего к младшему. Вопрос такой, да. Мое мнение. Тут тренировки проходят нормально, тут в основном на кардио. Каждый тренер уделяет внимание всем. Мгм. Тут каждого пробивает на лапах, каждый работал, смотрит. Мгм. Так нормально все. Хорошие тренировки, кардио. Барбузов. Ничего не могу сказать такого, прям то, что тренировки здесь. Обычные тренировки очень хорошо дают на выносливость. А так, в целом, все так же, как в Казахстане. Пушка. Мое мнение тоже так же. Мгм. Как тебе вообще кросс в горах? На Будда? Да, очень классно, прям выносливость все дает. Ногам качки. Крутые, да, эти подъемы, да? Да. Тебе как был кросс вообще? Просто бешеный. Ну не как в Казахстане, да, все равно? Да. В Казахстане покруче, да, скажи? Очень крутые подъемы. Да. Когда бежишь там, везде пальмы, не пальмы, кокосы. Красиво там. Так, друзья, что еще добавить? Добавим тогда, так скажем, мы попрощаемся с вами. Вот. Эрнар, что скажешь нашим молодежи? Нас смотрят, даже не смотрят, но у нас 200 человек в зале тренируются, на нас брать. Вот. Ихним ровесникам, кадетам, помладше нас, кто нас смотрит. Некоторые держат, некоторые от нас прям мотивацию, да, там ловят, некоторые, так скажем, говорят, наверное, зачем они вообще там, да, дерутся, там, морду себе набивают, да, голову там, да, сотрясение, еще, да, травмы много, я понимаю, но это путь воина, что теперь сделать, вот. Верно. Что хочу сказать вам? Тренируйтесь, пацаны. И время на то, что лишние движения и так далее не стоит уделять, да, этому. Тренируйтесь, Пахайте. выступайте, тренируйтесь, выберите одно и по этой цели идите. Можно я перебью Ернар и свое мнение расскажу? Я хочу проявить благодарность нашему тренеру, всех нашему тренеру, нашему Раимбеку Талату. Без него мы бы тут не были, мы бы не повидали мир. Сюда он нас всех потянул. Мы бы в Манасе там многие работали бы везде, а тут мы мир повидали. И также хочу передать благодарность нашим байкешкам с Манаса, всем байкешкам, то, что они нас спонсировали, что помогают, то, что болеют за нас. Поддерживают нас. Очень большую поддержку нам делают. А также хочу выразить огромную благодарность бренду Made Steel за то, что спонсировал нас и помогал нам на протяжении всех сборов. А также я поддерживаю Карбозова Нурсултана и Татулова Рахима. Ну, ребята, зачем смотреть просто так? Ну, просто не можете подписаться, подпишитесь, ставьте лайк, следите за нами. Да, друзья, у нас просмотры есть, лайки есть, да, базара нет, так скажем, да. Набираем. Но.
просто несложно же нажать кнопку подписаться. Это вообще не сложно. А я думаю, нам нужны подписчики. Поддержите нас, да, нас, спортсменов. Вот. Благодаря вас, как говорится, мы здесь есть. Ренат, твое слово. Хочу выразить большую благодарность байкершкам нашим, которые поддерживают нас, верят в нас, то, что когда-нибудь мы будем выше, иншаллах. И хочу выразить большую благодарность Мэри Стил за то, что поддерживает нас. Друзья, всем огромное спасибо, кто следит за нами, смотрит, следит вообще за нами полностью, там в Инстаграме, в других соцсетях. Вот. И огромное спасибо прямо от чистого сердца нашим спонсорам, нашим байкешкам, Кыргыз-Элим, наши земляки поддерживают нас. В комментариях, да, там, когда мы бои выкладываем, когда наши бои, да, выкладывают, допустим, другие каналы в ютубах. Очень приятно. Мы вашу теплоту прям видим. Вы прям пишете там Казахстан алга, прям поднимайте наш флаг еще больше. Кыргыз-Элим, прям мы готовы. После таких слов мы не то что даже проиграть, мы выигрывать готовы там 1000 раз, 10 тысяч раз надо будет. Вот. И, так скажем, дальше что еще? Всем огромное спасибо. До скорых встреч. Всем ассаламу алейкум.